Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Азамату Маратовичу Джаманкулову. Уважаемые члены Конституционного суда, позвольте озвучить позицию Министерства юстиции по данному делу. Министерство юстиции, рассмотрев материалы по проверке соответствия пункта 6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса, частям 1, 5 статьи 23, частям 1, 2 статьи 24, статьи 55, частям 1, 2 статьи 56, частям 1, 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, сообщает следующее, что гражданское процессуальное право представляет собой совокупность норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают между участниками процесса и судом при осуществлении правосудия по гражданским делам. Так, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом статьи 22, основанием для оставления заявления без рассмотрения предусмотрены, изложены в следующей редакции. Да? Истцом не соблюдены установленные законом требования, заявление подано недееспособным лицом, заявление подано не от имени заинтересованного лица, подписано лицом, не имеющим на то полномочия, стороны, не просившие разбираться дело в их отсутствие, не явились в суд по вызову, а суд считает возможным решить дело по имеющим делом материалам. Естественно, не явился разбираться дела, естественно, не просивший разбирательство дела в его отсутствие, не явился в суд по вызову, а ответчик не требует разбирательства дела по счету. То есть это есть оспариваемая норма. Но вместе с тем мы хотели бы отметить, что гражданское процессуальное законодательство предусматривает механизмы для, в том числе, обжалования этого данного решения и участия самого, то есть рассмотрение данного дела без участия истца. То есть предоставляется возможность подать соответствующее ходатайство в суд. Соответственно, в рамках обжалования дела он может обратиться как в данный суд, так и в вышестоящие суды в апелляционном и кассационном порядке. Исходя из изложенного, считаем, что гражданское процессуальное законодательство предусматривает соответствующие гарантии и право на судебную защиту, в том числе и истцу в данном случае. То есть у нас позиция, что в данном случае нет противоречий вышеуказанным статьям Конституции.